15 февраля исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Давайте поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Ирик Рауфович Мифтахов, ветеран боевых действий, человек, который принимал участие тогда в военных действиях в Афганистане. Ирик Рауфович, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу вопрос. Как вы стали участником войны в Афганистане, боевых действий? Ну, призыв в советскую армию, как всегда, нас призвали в армию солдатам. И зная, что будет за границей и будут горячие точки, я согласился, напросился 1 апреля, чтобы меня призвали в советскую армию. Причем вы рассказывали историю о том, что в принципе вы могли поступить, учиться, и тогда была бы отсрочка от армии. Да. Но вы на это не пошли. Почему? Ну, во-первых, опять же, наше воспитание. Мужчина, парень должен был отслужить. Поэтому я должен был со своими сверстниками идти отслужить в свое время и вернуться. Ирик Рауфович, вы 1 апреля сами пошли в военкомат добровольно? Совершенно верно. Пошел, напросился, чтобы меня призвали в армию, потому что 1 апреля я должен был быть в Ленинграде на отработке. На отработке чего? Отработка после техникума Уфимский технологический техникум пищевой промышленности. Ирик Рауфович, и вам сразу, может быть, не прямо сказали, но тем не менее намекнули о том, что вам предстоит участвовать в боевых действиях. Но вы, однако, согласились. Почему? Я даже не скажу почему, но раз призывают в советскую армию, я призывник, я должен был идти туда, куда отправляют, и поэтому я согласился, потому что самые первые призывы эти были за границу, и в то время уже как раз, так сказать, Афганистан уже бушевал. Поэтому я знал, и мне сказали, что, скорее всего, туда. Я согласился и пошел в армию. Расскажите о том, как проходила ваша именно служба. 1 апреля призвали нас. Я уж подробностей не буду говорить. Полгода в учебке. 1 сентября я был в Кабуле, уже в части. Сейчас уже можно говорить. Полевая почта 06518. Буквально метров 200-250 от дворца Амина. У меня часть стояла. Это штаб 40-й армии. Какое-то время был я там, в Кабуле, и меня отправили в командировку в город Кундуз, в Автобате я был. И долгое время был в Файзабаде, город Файзабад, на точке. Точка Жалгар называется. Сразу скажу, мы 82-й год, в Кабуле мы жили в палатках. В Кундузе мы жили в палатках, в Файзабаде мы жили в землянках, потому что еще ничего другого не было. В принципе, быт уже какой-то был, все равно. И последняя точка был город Хайратон, буквально возле понтонного этого моста, который все видели, вывод наших войск 40-й армии. Буквально, метров 50 от этого моста. Долгое время тоже жили в палатках. Больше времени я провел время на точке город Файзабад. Расскажите, насколько сложно было? Сложно было, наверное, я скажу, даже эти житейские вопросы. Мы прилетели в Кабул, у нас погода, я не знаю, как сказать, песчаные бури, афганец, жара. Потому что все, кто там был, все прекрасно знают, мы носили панамы, даже нос от загара трескался от жара. Невозможно, но человек привыкает ко всему. В принципе, советская армия обеспечение никак не могу сказать. Обмундирование,
питание. Все это было, может, чего-то не хватало, может, что-то лишнее, но в любом случае это вот все обеспечение было. Вооружение, все это было, поэтому вот 1 сентября я в Кабуле в счастье, и 1 сентября мне уже вручили автомат АК-74, все, я уже вот в военном билете, и с этим автоматом я вот до конца и прослужил, получается. На точке, я уже много сейчас вот слышу и по телевизору, мы все видим беспилотники. В наше время по этим горным тропам, так сказать, вот односторонние узенькие тропы, вот отправляли туда осликов, груженных всем, что можно. И провизии, и оружие, и еще что-то. И вот беспилотники, никого нет. Снизу пустили, и вот этот ослик, ишак, подбирается куда нужно. Потому что ни свернуть никуда не может. Вот тоже беспилотник своего вида, рода. Вот. Поэтому всякое было и у нас. Вот поэтому все, что могу сказать. Ну вот это все, что вы можете сказать, а ведь хочется подробностей. Вот сейчас вы сравнили ослика с беспилотником, да, что Просто у каждого времени есть свое, да, своя деталь. Да. Сейчас это беспилотники. Тогда на выручку приходили вот такие вот ослики, которым приходилось и провизию доставлять, и оружие. Ну вот насколько сложно было, насколько тяжело? Была ли тогда армия, вот были ли один за всех и все за одного? Единственный вопрос, мы вот призванные в армию, но мы не специалисты, которых специально готовили. Нас призвали в армию, нам 18, 19, 20 лет, мы все примерно одного возраста, поэтому единственное, мы в школах проходили НВП, нас воспитали за родину и все, вот. Вот этот минус. Другой момент, обеспечение в армии все равно все у нас было. Все у нас было. Вот никаких этих нет. Единственное, с нами воевали тоже самые очень сильные армии, и обеспечение, возможно, было намного сильнее и мощнее, возможно. И, опять же, много-много стран воевали против нас. Вот. Объединенные. Поэтому то, что мы пошли защищать наши южные рубежи. Вот. В то время мы, я считаю, вот я никак не могу сказать по-другому, мы защитили наши южные рубежи, чтобы там никакой ни НАТО, ни другие войска не могли закрепиться. Вот поэтому мы свой интернациональный долг выполнили с честью, с достоинством. По сегодняшний день нас, можно сказать, ждут в Афганистане простые люди. Даже люди, душманы, которые воевали против нас, на сегодняшний день с уважением говорят и рассказывают про наших солдат, офицеров и вообще про нас. Поэтому, я считаю, мы с честью, с достоинством выполнили свой интернациональный долг. Вот сейчас вот со специальной военной операцией есть что-то общее? Боевых действий в Афганистане война сейчас? Есть война. Война есть война. Единственное, вооружение сейчас намного мощнее и очень много вот, нового вооружения, очень много. И тогда я хочу спросить, и тогда приходилось защищать, да, границу. И вот сейчас страна вынуждена начать специальную военную операцию. Есть что-то общее вот в этом плане? Общее есть. Нас как не любили, так и на сегодняшний день не любили. И Украина, ну, это чисто плацдарм против нас, я считаю. Поэтому это вот лично мое мнение. Поэтому тогда мы защищали границы наши южные. И сейчас защищаем, потому что ну, они уже впритык. У нас на границе уже стояли бы те же вот и НАТО, и другие европейские страны. Поэтому война есть война. То же самое, поэтому мы должны в любом случае победить. В любом случае у нас другого выбора нет. Нас в покое не оставят. Вот, поэтому я считаю, мы делаем все правильно.
Ирик Рауфович, молодые люди, которые сейчас идут служить, вот вы смотрите их, видите где-то по телевизору, где-то, может быть, сами, может быть, в вашем окружении есть люди, которые идут на службу, подписывают военные контракты. Какие они, по-вашему? Они такие же, вот как вы, ваши сверстники в то время? Такой же патриотизм? Я, наверное, должен сказать, потому что никак этого вот нельзя. На сегодняшний день многие наши афганцы участвуют в СВО, пошли добровольцами, хоть они и по возрасту, мы уже ближе к 60 и больше 60 по возрасту, они пошли добровольцами, сегодня служат, и, к великому сожалению, есть уже и потери вот среди наших афганцев, которые сейчас вот служат в СВО. Вот, поэтому призывники, добровольцы, контрактники, я считаю, это идейные. Мы много общаемся и вот с призывниками, и с добровольцами. У нас и группы есть, мы постоянно на связи. Поэтому я считаю, это тоже самые идейные люди. И они знают, за что идут и как идут. Поэтому и единственная разница, возможно, подготовка, и более они грамотные, подготовленные. Вот я считаю так. Ирик Рауфович, вот что нужно делать для того, чтобы у наших молодых людей было, может быть, не скажу, что правильное мировоззрение, но именно вот патриотизм воспитывать? Как вы думаете, что нужно сделать? Любить Родину. Любить Родину, потому что у нас другой Родины нет и не может быть. И если мы не защитим, значит, у нас и этой Родины не будет. Поэтому у нас просто выбора нет. Нам любить, защищать, и все. Свою Родину. Ирик Рауфович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Рассказали о том, как было иногда сложно, непросто. Но мы видим, как вы сохранили боевой дух и даже чувство юмора, которое мы проверили перед эфиром. И даже эфир вы сегодня выдержали. Спасибо вам огромное. Спасибо за те истории, что вы нам рассказываете. И спасибо за то, что в свое время вы не побоялись и выполнили свой долг. Спасибо огромное. Спасибо. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.